именно национальные учреждения являются теми учреждениями, которые сохраняют, позволяют сохранять народ и языки. Они функционируют в едином образовательном пространстве Российской Федерации и подчиняются всем законам Российской Федерации и работают по установленным нормативам. В начале 90-х годов прошлого столетия в рамках демократизации всего российского общества началась гуманизация и гуманитаризация образования. Были введены федеральные и региональные компоненты образования, введены вариативные учебники, расширились полномочия учреждений образования и региональных управлений образования. И началась восстановление системы национального образования. Именно восстановление этой системы, потому что эта система образования возникла в результате национально-освободительной Октябрьской революции. И оно развивалось до военных годов. И после военные годы эта система была разрушена почти до основания. В настоящее время на каком уровне мы находимся? Не воспринимайте это как, в общем-то, самоотчет Татарстана, я просто приведу, на каком уровне сегодняшний день, до какого уровня сегодня это образование достигло. 100% детей русских и 67% детей татар воспитываются в дошкольных образовательных учреждениях на родном языке. В общеобразовательной школе 100% детей русских и 47% детей татар обучаются на родном языке. Обучаются на родном языке, изучают родной язык 73% детей евреев, 43% детей марий, 6% детей мордовы, 65% детей удмуртов и 55% детей чувашев. Это в Татарстане. Такой учет детей по национальностям имеется еще в России только в Башкортостане. В других республиках вы такой отчетности не найдете, и в других регионах, потому что он не ведется. И несмотря на неоднократные обращения Министерства образования Российской Федерации, мониторинг охвата обучения на родном языке и мониторинг изучения родного языка не ведется. Мы не знаем, сколько детей разных национальных учатся в школах России, и сколько из них изучают родной язык или обучают на родном языке. Таких данных в России нет. Но они должны быть, если мы действительно хотим вести речь о сохранении языка. Изучение татарского языка наряду с русским языком организовано во всех учреждениях образования как государственного языка Республики Татарстан. Педагогическими учебными заведениями проведена огромная подготовка по подготовке учителей родных языков. И потребности в настоящее время полностью покрываются по учителям родных языков по всем направлениям. Таким образом, к настоящему моменту начали создаваться реальные условия для сохранения и развития нерусских народов Российской Федерации. Но такое положение дел перестало устраивать реакционно настроенные круги в федеральных властных структурах. Начиная с 2000 года начали поступать предложения региональным органам управления образованием сократить количество часов на изучение родных языков, исключить преподавание истории родного народа. Появились статьи о неправильном воспитании детей в национальной школе, об отсутствии воспитания патриотизма, о сепаратизме и изоляционизме. С 2000 года, например, Республика Татарстан, общее количество школ сократилось на 6,8%, в том числе на 8% количество школ родным языком обучения и крупных учебным компонентом содержания образования. Снижение количества школ с татарским языком, не родным языком, не русским языком обучения происходит в результате внедрения нормативно-подушевого финансирования. Кроме того, о котором мы говорим, 309 закона, есть еще такие подводные камни,
камни как нормативно-подушевое финансирование. В классе должно быть 25 человек, ставка учителя дается только из такой нормы. И, наконец, 1 декабря 2007 года был принят 309 закон. Которым, как это было отменено разделение учебных планов на компоненты, были отменены полномочия региональных органов управления образованием утверждать примерные учебные планы, выпускать региональные программные учебники. Федеральным законом 309 были введены много других ограничений в полномочия самих учреждений образования, особенно в части выбора учебников и организации воспитательного процесса. На основании 309 закона образовательный и воспитательный процесс регулируется федеральными государственными образовательными стандартами, и утверждение этих стандартов поручено федеральному правительству, и больше никто не имеет права в это вмешиваться. Учебники никакие другие учреждения образования применять не имеют права. Никакие. И учебные материалы. Учитель может приносить в класс и строить воспитательный процесс только на основе учебно-методических комплексов, утвержденных Министерством образования Российской Федерации. Никакие другие невозможно применять. Хотя федеральные органы утверждают, что региональное содержание образования сохранится в рамках федеральных стандартов, они направлены на ограничение возможности получения образования на родном языке и изучения родного языка. Именно на нормативном ограничении. Подтверждением является приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 года номер 362, которым утверждение положения о проведении единых государственных экзаменов и согласно пункту 5 положения государственной итоговой аттестации по всем общеобразовательным предметам проводится исключительно только на русском языке. Это не только единый государственный экзамен, это вся итоговая аттестация. Если человек даже не сдаст единый экзамен, любой экзамен должен проводиться только на русском языке. На каком бы языке не обучался. Кроме того, в соответствии с пунктом 4.2 закона РФ об образовании, результаты единого государственного экзамена признаются образовательными учреждениями среднего профессионального образования и образовательными учреждениями высшего профессионального образования как результаты вступительных экзаменов по соответствующим образовательным предметам. Из вышеуказанного следует, что проведение единого государственного экзамена исключительно только на русском языке нарушает право на получение образования более высокого уровня, равно как вообще право на образование, что создает дискриминацию основных прав свобод человека по признаку языка и, соответственно, национальному происхождению. Эти права все подтверждены в Конституции Российской Федерации. То есть этот приказ напрямую нарушает Конституцию Российской Федерации. Принят в нарушении. Такой закон, согласно Конституции Российской Федерации, не должен действовать. В Конституции это написано, что законы такие не могут приниматься. Это тем более приказ. Но тем не менее, суды всех уровней России оставили данный приказ в силе. Естественно, нашлись граждане, которые этот приказ опротестовали. В настоящее время данный иск находится на рассмотрении Страсбургского суда. Суд этот принял этот иск на рассмотрение вне очереди, и теперь Страсбургский суд по правам человека набирает материал по всей России. Какой материал? Они выясняют, это иск одного человека или это беспокоит народы. Там ведь поступают разные иски, там могут просто один человек сказать, у меня права нарушаются. Вот они массово с этого нарушения человека. Я думаю, наше собрание сыграет роль свою определенную, так как мы представляем народы России в общем-то, опротестовании данного закона. Этот закон, этот приказ, ограничивающий наше право, должен быть отменен. И мы должны для этого приложить все свои усилия.
Это, подумайте, это же приказ одного министра только. Это даже не закон. Подзаконный акт. Да. Теперь с 2009 года идет разработка нового поколения государственных стандартов образования. Вот 309 закон, он уже действует. Но пока идет разработка федеральных образовательных стандартов. И они будут введены в учебные учреждения образования с 1 сентября 2011 года. К этому моменту будут разработаны уже новые учебники. На эти цели выделено 4 миллиарда рублей. Вдумайтесь в эти цифры. И стандарты образования делаются на основании европейских компетенций, то есть под благовидными целями. Но европейских компетенций их познания, знание родного языка, умение на нем писать, читать и изъясняться стоит одним из первых. Но в наших стандартах они заменены знаниями государственного языка. То есть человек считается грамотным, если он знает только государственный язык. Если он свой родной язык не знает, он тоже будет считаться грамотным человеком. Хотя в Европе этого нет. Человек должен уметь читать и писать на родном языке и разговаривать, только после этого человек получает сведения об образовании, свидетельства. Он считается образованным, грамотным человеком. А в нашей стране совершенно безграмотный на родном языке человек может и считается грамотным человеком и занимает все посты и все места, он нормальный гражданин. В общем-то, наличие всероссийских нормативов по обучению на родном языке и компетенции, они и полезны. Я хочу сказать, например, 85% татар проживают вне республики Татарстан, хотя они живут на своих этнических землях, они не уехали. Это касается и чуваш. Вот было выступление, что многие чуваши вынуждены были уехать. Но ведь когда границы Чувашской республики обозначали, туда попали не все чуваши. Я знаю, они есть и на Урале, и в Сибири, и в других республиках. И живут они на своих родных землях. Они никуда не переезжали. И в Татарстане. Ну, естественно, само собой разумеется. И там и школы есть, обучение есть. Но это воля Татарстана. Господин Кутурин, одна минута. Да. А вот если воля Ульяновской области будет, они там не будут учить. Поэтому только региональное право по родным языкам не хватает. Право должен быть еще по родным языкам федеральное. Да, и мы должны требовать федеральных законов по защите родных языков. И одни из них, вот это компетенции, введение компетенций. Введение компетенций сразу следует за собой. Это обязательное его обучение и выпускные экзамены по родным языкам. Я не буду рассказывать вам, что делается по Республике Татарстан. Госсовет Республики Татарстан 309 закон опротестовал. Они внесли свой вариант закона. И я думаю, что вот мы должны повлиять на все свои советы на местах, чтобы они тоже этот закон опротестовали. Они имеют право на это. Это наши депутаты. И мы на депутатов, и на федеральном уровне должны повлиять, обратиться всем своим депутатам, которых мы избрали, или партии сейчас назначают депутатов, обратиться в свои партии массово, за которых мы голосовали, чтобы они отменили закон 309 как антиконституционный и нарушающий права человека. Кроме того, в Татарстане была создана комиссия государственная, межведомственная по внедрению этих федеральных стандартов, по их обсуждению. Естественно, мы в них участвуем, но эффект достаточно мал. И тем более даже достигнуты наши результаты, они в любой момент могут быть отменены, потому что на это имеет право. Оно законодательное не закреплено, это поручено исполнительным властям.